ответственность перед народом Якутии в столице республики официально представили временно исполняющего обязанности главы региона. Ситуация спокойная. С начала пожароопасного сезона в Хангаласском районе зафиксировали только 2 возгорания. Коробка храбрости. В Якутии проходит благотворительная акция. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. Сегодня в Доме правительства прошло представление временно исполняющего обязанности главы республики Айсена Николаева. В мероприятии приняли участие зампред правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, государственный советник главы Якутии Егор Борисов, народные депутаты, члены правительства и представители общественности. Юрий Трутнев вручил на память об этом событии Айсену Николаеву профессиональный компас. Также он отметил, что назначенному временно исполняющему обязанности главы республики не очень много времени потребуется для того, чтобы влиться в работу, так как он является опытным управленцем, а со своей стороны он пообещал всячески его поддерживать. Егор Борисов отметил, что и сам придерживается ротации кадров, которую и сам проводил в годы правления. Омоложение кадров назвал абсолютно правильным решением. Айсен Николаев сказал, что это назначение – огромная ответственность перед народом Якутии, и он готов приложить все свои силы. А также добавил, что главным критерием при отборе кадров считает профессионализм и честность. Первоочередной своей задачей считает решение проблем после паводка. Решение президента России Владимира Владимировича Путина для меня, конечно же, это знак самого высокого доверия. И я буду работать с полной отдачей, чтобы это доверие оправдать. Это, конечно же, огромная ответственность перед народом, перед каждым жителем нашей многонациональной республики. Могу сказать твердо, что приложу все свои силы, весь свой опыт на благо людей. Хотел бы выразить слова глубочайшего уважения Егору Афанасьевичу Борисову. 8 лет он возглавлял республику. Это были годы многоплановой работы, серьезных решений, важных событий в жизни республики. Уверен, что опыт и профессионализм Егора Афанасьевича и будут и дальше востребованы для дальнейшего развития нашей Якутии. Сегодня глава государства ставит принципиально новые цели развития всей страны. Большая ответственность возложена на регионы. Именно мы отвечаем за улучшение жизни людей, за качественные изменения в экономике и социальной сфере. Якутия всегда была, есть и будет частью нашей великой России. Мы многое можем и многое должны делать для успеха всей нашей страны. Перейдем к другим темам. В селе Верхнеколымск остаются затопленными все дворовые территории. Как сообщает оперативная группа, уровень воды составил 9 метров 53 сантиметра, при критической отметке 8 метров 80 сантиметров. В поселке Зырянка также сложная ситуация. Тут вода достигает уровня 9 метров 42 сантиметра, при критическом значении 7 метров 70 сантиметров. Затоплен 101 двор, в котором проживает более 1600 человек. 23 человека находятся в пунктах временного размещения. В Среднеколымском районе ситуация продолжает оставаться напряженной. Там вода медленно убывает, но остается на отметке выше критической. В селе Березовка допустимый уровень превышен на 58 сантиметров. Также остается напряженная ситуация в самом Среднеколымске. Там критический уровень превышен на 37 сантиметров. Между тем, в Якутии продолжается пожароопасный сезон. В Хангаласском районе уже зарегистрировали 2 лесных пожара. Один на территории Немигунского наслега в местности Харанай площадью 1 гектар. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. На тушение привлекли 11 человек и 3 единицы автотехники. Следующий лесной пожар вспыхнул из-за грозы на границе Хангаласского и Алекминского районов. Площадь составила 5 гектаров. Так, у нас проведена разъяснительная массовая работа по школьникам. Проведено 55 бесед в количестве 1801 школьник. Также проведено с охотниками и рыбаками у нас 1475 охотников прослушали наши беседы. Ну, мы почти круглогодично проводим беседы насчет пожароопасного, по правилам пожарной безопасности. Можно сказать, что у нас и работа круглогодично ведется. Ну, летом, конечно, особенно мы проводим эту работу. Сегодня президент России Владимир Путин вручит в Кремле орден «Родительская слава». Глава государства наградит орденами многодетные семьи нескольких регионов страны, в том числе Якутии. Это многодетная семья Татьяны и Павла Юдинцевых, которая живет в селе Енгрань Юнгринского района. Семья воспитывает 14 детей.
Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Работники ожогового отделения республиканской больницы в честь праздника подарили своим маленьким храбрым пациентам новые игрушки. В Якутии продолжается благотворительная акция «Коробка храбрости». В ожоговом отделении дети получают болезненные процедуры. Чтобы хотя бы немного скрасить пребывание детей в медучреждении, сотрудники больницы приняли участие в акции. Радостные дети сразу начали играть с машинками в своих палатах. Дети с ожогами – это наиболее уязвимые дети, это наши травмы самые большие, плюс это болезненные процедуры. Поэтому в каждой игрушке мы считаем, что вложена частичка добра, частичка сердца каждого, кто дарил. Хотелось бы поблагодарить, и наши детки, наверное, с этими подарками будут легче переносить наши процедуры и быстрее вернуться к нормальной жизни. К слову, акция «Коробка храбрости» проходит по всей республике. О том, как ее проводят в Аймиконском районе, расскажут наши корреспонденты. Так уж получилось, что в Аймиконском районе эта акция проводится впервые. Она нацелена в поддержку для детей, которые получают длительное лечение, болезненные процедуры. И в таких случаях собираются игрушки от населения, от желающих. И мы решили в этой акции в этом году тоже поучаствовать. В организациях поселка работают в большинстве своем женщины. Поэтому идея сбора игрушек для детей, посещающих больницу, нашла живой отклик в их сердцах. Сейчас будем делать укол. А чтобы ты не плакала и не огорчался, мы тебе даем машинку, да? Спасибо. Собранные игрушки были торжественно переданы работникам Центральной районной больницы. Теперь маленький пациент больницы сможет получить от врача или выбрать сам игрушку из коробки храбрости, как вознаграждение за терпеливо перенесенную процедуру. Меня интересует дальнейшая судьба вот этих игрушек. Как сказано было, находиться в детском отделении, в поликлинике, где прививочный кабинет, и в процедурном, где непосредственно самые болевые такие манипуляции проводятся, чтобы они с игрушками уже более-менее переносили легче. Хочется поблагодарить, организации, которые предоставили нам для наших маленьких пациентов. Верится, что такая добрая акция, отражающая сердечность и отзывчивость людей, продолжится. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Артур Старостин, Усть-Нера. В Москве прошел предпремьерный показ фильма «Первые». В российский прокат лента выйдет на следующей неделе. Картина повествует об истории освоения окраинных земель, а герои фильма – это люди, шедшие на подвиг ради своего отечества. На показе побывали наши корреспонденты. Приглашенные кинокритики, артисты, сотрудники Поспредства Якутии, студенты, знаменитые полярники смогли оценить фильм на несколько дней раньше. В холле кинотеатра «Октябрь» студенты-якутяне организовали зону, посвященную республике. Картину представили продюсеры. Главные герои, артисты, рассказали о работе над фильмом и выразили слова благодарности к создателям картины. Основой для сценария стала повесть Владимира Федорова «Созвездие Марии». Фильм повествует об истории освоения окраинных земель и о той политической воле, которая направляла первопроходцев исследовать территории, входящие теперь в состав России. Герои фильма – люди, которые шли на подвиг во имя своего Отечества. Они отправляются на судне «Якутск» по Лене, чтобы дойти до Северного Ледовитого океана, исследовать границы береговой линии континента, до устья Енисея и установить пограничный столб Российской империи. Фильм снимался при поддержке Министерства культуры России, Русского географического общества и правительства Республики Саха. Я много читал про этих первооткрывателях, и здесь узнал кое-что и новое для себя. Тема-то была, знаете, моя родная. Я 15 лет на вертолете пролетал там и был в этом, где похоронена Мария Прончичева. Съемки хорошие. У меня есть дневники Прончичева, есть дневники Челюскина. И если бы хотя бы немножко приближено было к истине это все, это было бы интересно. Очень интересный фильм. И поэтому я думаю, что Русское географическое общество и военно-историческое общество очень на правильном пути, связаны с историей освоения Арктики. Я очень рад, что без якутов ничего не обошлось. И интересный фильм.
ну, героический фильм. Здесь именно русский дух и защита наших границ. И кажется, что вот создатели фильма подняли очень интересную тему, которой нужно продолжение. Она нужна нашей молодежи. Мы здесь увидели ту чистоту чувств, ту долг перед Родиной, и то как-то понятие своего долга, призвания, и то те ценности, которыми мы жили в советское время. Татьяна Черемкина, Наталья Сазонова, Олег Южилкин, Москва. Ну, еще раз напомним, что сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. И в честь праздника в Якутске в новом перинатальном центре сегодня проходит торжественная выписка новорожденных. Сейчас в центре находится наш корреспондент Кристина Якупова. Она с нами на связи. Кристина, здравствуй. Сколько новорожденных сегодня выписываются из центра? И страна, Россия в целом будут развиваться. Добрый день, Павел. В торжественный праздничный день защиты детей в перинатальном центре республики проводится торжественная выписка детей, которые родились вот буквально на днях. Всего выписывается 14 мамочек, 17 детей, это 3 двойни, 11 мальчиков и остальные девочки. Павел? Кристина, рождение детей – это, безусловно, ни с чем не сравнимое чувство и событие. И удалось ли тебе пообщаться с новоиспеченными мамочками, как они себя чувствуют? Да, здесь атмосфера царит праздничная, все счастливы. На торжестве присутствует также заместитель председателя правительства республики Алексей Прокопьевич Дичковский. Он также пришел поздравить мамочек. Мамочки получат подарок, памятные подарки и букеты цветов. К этому часу у меня все. Павел. Спасибо, Кристина. Я напомню, что с нами на связи из перинатального центра была наш корреспондент Кристина Якупова. Мы продолжаем. Сегодня в Республиканской больнице номер 2 в отделении травматологии прошел мастер-класс от доктора медицинских наук, заведующего кафедрой анестезиологии и реанимации Санкт-Петербургского медицинского педиатрического университета Дмитрия Заволоцкого. Мастер-класс проводится в первую очередь для повышения безопасности пациентов. Основное направление – это проводимые виды анестезии, которые используют при лечении больных травматолого-ортопедических отделений. Вторая часть, это будет у нас теоретическая часть после обеда, где он расскажет уже теории, новые возможности, новые аспекты, возможности новейших технологий по специальности анестезиологии. Медицина не стоит на одном месте, она развивается, и мы знакомимся с новой методикой, да, это навигация, ультразвуковая навигация при проведении данного вида анестезии. У меня к этому часу все. Еще больше новостей вы всегда можете найти на сайте yak24.ru. Оставайтесь с нами.